Мунха – это традиционный способ зимней рыбалки в Якутии. Этим словом называют специальный невод, позволяющий разом получить улов с целого озера. Если для жителей сел это ежегодное мероприятие, которого ждут так же, как национальный праздник Эсэх, праздник урожая и Новый год, то для нас, жителей города, это редкая удача попасть на Мунху. Тут хотелось бы поблагодарить Евгения Ушницкого, главу Хамагатинского наслега, и Арыяна Харатала. Все началось очень ранним утром, точнее будет даже сказать ночью. Подъем в 2 часа, сбор, и вот в 3 часа мы уже выезжаем из Якутска. Нам нужно было успеть к 5 утра в Намцы, чтобы присоединиться к остальным участникам. Ничего не предвещало проблем, но в пути у шестидесятки неожиданно отключилась приборная панель, печка и подсветка приборов. Поняв, что причина в замке зажигания, то есть двигатель работал, а машина считала, что ключ находится в выключенном положении, и то, что нам не починить это оперативно, было принято решение вернуться в город и пересесть на прадик. Несмотря на потерянное время, мы присоединились к участникам, как раз около съезда к дороге на озеро. А эта дорога была стихией для шестидесятки, но городской прадик с обвесом нужно было аккуратно вести по кромке колеи, чтобы не попасть в ловушку и не сесть на брюхо. Из-за этого мы отстали от основной группы, и нам даже пришлось пару раз поднимать квадрокоптер, чтобы узнать, где остальные. Благополучно добравшись до озера, мы как раз приехали к самому началу Мунхи. Царила атмосфера позитива и предвкушения процесса рыбалки. Многовековая традиция продолжает жить и передается из поколения в поколение. Поблагодарив духов и сделав обряд благословения, Мунха началась. Впереди было много работы, никто из более чем 50 человек не сидел без дела. Люди всех возрастов, в основном жители Хамагатинского наслега, их гости и друзья. Подготовительный процесс занимает большую часть времени. Старейшины определяют, как будет идти невод. Именно от этого зависит весь ход дальнейших действий.
Друзья, мы рады вас приветствовать на канале Якутия-24. Это проект «Испытано на себе». Мы находимся в Намском Улусе. И, как видите, здесь у нас порядка больше, по-моему, 50 человек. И задача сегодня у нас поймать карасей. Такими вот движениями, соответственно, все люди стоят в линию. И таким образом рыба будет выгоняться с мелкого места и концентрироваться там, где нужно. Друзья, как видите, здесь на этом озере никто не остается без дела, все от мала до велика работают. Здесь, как видите, наша задача сейчас разбудить, да, рыбу, как бы ее привести в движение. Чуть подальше видите, как готовят для невода, делают лунки. Ну и наша задача тоже вот так вот сейчас потихоньку подойти. Мы уже почти приближаемся к центру озера. Ну, вообще, в целом, я, например, видел в основном в отчетах каких-то, на фотографиях у кого-то. А так толком вот познать, чтобы мунху, да, надо приехать и поучаствовать. Ну и одновременно там вот на берегу уже стоит такая полевая кухня, там готовится обед. В общем, как я и говорил, все, абсолютно все в этом участвуют. Ну и самое главное — это исполнять задания, которые дают старшие, да, то есть руководители, которые четко руководят процессом, как, например, вот один из руководителей прочертил линию, разметил посередине озера. Вот. В общем, работа кипит. Пока мы нашей группой выгоняли карасей с мелководья, поднимая муть и испугивая их движениями палок, тем самым собирая их в центре озера, самая опытная бригада расправляла невод и делала подготовительные работы. По пути следования крыльев невода были проделаны лунки, и с помощью направляющего бревна и привязанной к ней веревки эти самые крылья начали протягивать подо льдом.
Надо отметить, что нам повезло с погодой. Был ясный, солнечный, безветренный день. Работать на льду в такую погоду комфортно и порой даже становилось жарко. Масштаб этого традиционного вида ловли очень хорошо видно с высоты птичьего полета. Все работали одновременно. К тому времени, как невод начал свое движение подо льдом, группа, в чьи задачи входило подогнать рыбу к центру, уже закончила движение, и теперь оставалось только не дать рыбе зайти обратно. Казалось бы, несложная задача шурудить палкой, но делать это в течение долгого времени на самом деле трудозатратно, поэтому можно воспользоваться моментом и совместить приятное с полезным, и на льду полежать, и рыбу попугать. Ну а все то время, пока на озере кипела работа, на берегу в котелках кипела и готовилась наивкуснейшая хорта – блюдо из потрохов. В это же время на другом конце озера уже готовилась прорубь и очищалось место для пойманной рыбы. Ну а я примкнул к группе, которая тянула к крылу невода. Надо сказать, что это трудоемкая задача, превращающая 20-градусный холод в тропическую жару. Точно могу дать совет: если вы соберетесь поехать на Мунху, обязательно возьмите прорезиненные утепленные перчатки. Мои пуховые рукавицы от первого соприкосновения с водой намокли и перестали выполнять свою функцию. Благо не было ветра, я работал голыми руками. Да, сейчас, как видите, рыбу с мелкого места загнали в центр озера. Сейчас параллельно протягивается веревка. Так, побрушишь. Прорезиненные перчатки берите на Мунху обязательно. Это пуховые теплые, но быстро намокает. Хорошо, сегодня тепло, нет ветра.
Как видите, друзья, подходит кульминационный момент. Ну, по крайней мере, уже больше половины озера прошли. Здесь идет одна бригада, вторая бригада там. Вот, и также загоняется рыба еще с одной вот этой заводи. Вот, но я, если честно, уже вспотел. Сейчас, спустя более чем полвека, мы можем посмотреть на кадры кинохроники благодаря архиву Национального центра аудиовизуального наследия народов Республики Саха-Якутия. Орудия ловли, принцип рыбалки остаются прежними, разве что лошадь не помогала нам тянуть невод. А вот что до улова, то мы видим, что в те года рыбалка удалась на славу. Удастся ли нам поймать карасей, узнаем уже совсем скоро. Мунха подходила к своей кульминации. По масштабу видно, какую работу провели все участники рыбалки. Все озеро пройдено, и теперь все с ожиданием вытягивают невод. Байнай может дать хороший улов, может дать средний, а может и случиться так, что каждому достанется по карасику в лучшем случае. Поэтому и не только, после каждой мунхи озеру дают отдыхать минимум год. Это позволяет рыбе подрасти, и заодно, благодаря традиционной рыбалке, не происходит чрезмерное зарыбление озер. И, соответственно, в озерах поддерживается здоровый баланс. Возможно, именно поэтому якутский карась очень полезен и обладает прекрасными свойствами.
Друзья, ну что, думаю, неплохой улов, как видите, за моей спиной. Мунха, я думаю, удалась. И сейчас рыба переворачивается для того, чтобы быстрее подморозилась. Ну а сейчас, друзья, один из самых важных моментов мунхи – это, конечно же, разделение улова. То есть, ну, мы почему-то с собой ни мешка, ничего не взяли. Это Женина гермосумка. Ну, у нас, соответственно, там получается на 4 человек одна сумочка. Был очень вкусный обед, который приготовили, суп из потрохов, просто шикарный. И, по-моему, это на природе. Вот в такое время года это вот, я не припомню, чтобы я так кушал прям так основательно и очень вкусную горячую еду. Так, ну, мне можно сделать скидочку, я первый раз на подобном мероприятии. Мунха славится тем, что абсолютно каждый участник от мала до велика получает равную долю. И сумку мы зря с собой принесли. Вот тут есть мешки, которые нужно наполнить. Затем количество мешков считается и делится между всеми участниками. Сегодня, как видите, очень дружной большой командой, больше 50 человек. Все провели время на природе, соответственно, поработали. И как итог общего такого совместного труда вы видите прямо вот сейчас на своих экранах. Это, конечно же, рыба, которая будет радовать жителей Намского улуса, всех жителей, участников мунхи в течение всей долгой зимы. Ну что, это был проект «Испытано на себе» на канале Якутия 24. И до новых встреч. Мунха! Что касается испытаний, то это было еще не все. Нас ожидала еще дорога домой на автомобиле с городским обвесом. Поехали мы немного по другой дороге. По словам, она должна была быть чуть получше, чем та дорога, по которой мы приехали.
Но мы знаем, чем обычно заканчиваются фразы «я знаю короткую дорогу». Пока идем пешком, чтобы машину было легче. Сняли передний бампер. Теперь машина едет получше. Испытано на себе.